Доброе утро! Начинаем новый день вместе с вами. Это «Утро Якутии». Дарья Анкехова, Павел Танин. Четверг на дворе, 26 января, на секундочку, уже вот буквально 5 дней будет февраль. И вновь мы готовы вместе с вами этот день начинать, заряжать вас позитивом, полезной, интересной, познавательной информацией делиться в том числе. В общем, делать это утро таким, чтобы потом день хотелось хорошо прожить. Дорогие наши телезрители, мы напоминаем вам о том, что мы работаем в прямом эфире. А это значит, у вас есть уникальная возможность присоединиться к нам. Прямо сейчас вы видите на экранах своих телевизоров QR-код. Его очень просто отсканировать и добавиться в нашу группу в Телеграме. Там вы можете задавать свои вопросы, писать комментарии, возможно, передать привет, либо поздравления. Мы с удовольствием вам в этом поможем. Да, ну а если вы любитель трудных путей и сканировать QR-код для вас это неинтересно, просто зайдите в Телеграм, в поисковике напишите «Утро Якутии» слитно, и все у вас получится, наш канал вы там найдете. Ну, к слову о том, что будет сегодня много интересного, давай дальше расскажем, что же ждать в ближайший час. Во-первых, мы ждем совсем скоро в нашу студию нашего первого гостя. Это будет «Золотая леди 2020». Ее зовут Раиса Винокурова, и сегодня она придет к нам в студию не одна, а с координатором конкурса этого года Саргаланой Конешниковой. Также мы познакомим вас с профессией биолога и узнаем о кинопремьерах этого четверга. Как с помощью цифровых технологий восстановить утраченные зубы. Об этом также расскажем в материале одном. Ну и, конечно, поговорим сегодня о нашем мегапроекте, который стартовал совсем недавно на телеканале «Якутия-24». Это конкурс «Танцуй». И если вы еще не слышали про него, пожалуйста, останьтесь с нами на ближайший час, и вы подробно обо всем узнаете. Да, ну а прямо сейчас, по традиции, начнем с разговоров о погоде. Чего же ждать за окном сегодня? В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 53 градуса. В заречной группе 46-53 ниже 0. В южных районах 35-44 со знаком минус, в Вилюйской группе до минус 49. В Нижнеленских 44-48, в западных до минус 45. В Колыма-Дигирской группе улусов 33-44 градуса мороза. В Янских районах до минус 46, на северо-западе 38-47. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 48 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Туман. Ветер переменный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 44 градусов. Ну вот, к слову о погоде и немножко народных примет. Сегодня отмечают народный праздник Ермилов день. По народной традиции в этот день не рекомендуется гулять по лесу и обижать кошек. Ну, как бы с кошками понятно, их, в принципе, никогда не стоит обижать, а вот кто в такую погоду соберется у нас лично в Якутии гулять по лесу, ну, это, конечно, очень будет интересное зрелище. Вообще, в православных храмах 26 января чтят память мученика Ермила. По преданию, именно кошка утешала святого, когда он находился в заточении. Сегодня кошка – это достаточно популярное животное в доме. Многие народные приметы на 26 января связаны именно с ними. Если кот спит на спинке, то, скорее всего, потеплеет. Если кот свернулся клубком и спрятал лапками носик, значит, нужно ждать трескучих морозов. Если кот все время точит когти об дверной косяк, то будет метель. Ну а если на улице громко поют синицы, то весна не за горами. Понаблюдайте сегодня за своими кошками. Ну а мы закончим эту историю информацией о других датах и событиях, которыми знаменателен сегодняшний день. На календаре 26 января сегодня Международный день таможенника, профессиональный праздник всех работников таможенных служб планеты. День Австралии, национальный праздник, знаменует начало освоения зеленого континента европейцами. 26 января 1788 года капитан Артур Филипп высадился в бухте Сиднея, поднял британский флаг и основал первую колонию – Новый Южный Уэльс. По народному календарю сегодня Ермилов день. Этот день по случаю холодов полагалось проводить дома. Люди так и говорили: «Ерема на печи, болезнь одолей и больше не болей». Этот день в истории. Европейцы впервые ступили на землю Бразилии. Лавры первооткрывателей территории современной Бразилии принадлежат Висенте Янсину
Пинсону, испанскому мореплавателю, исследователю и конкистадору. 26 января 1905 года на руднике Премьер в Южной Африке был поднят самый крупный в истории человечества алмаз весом 621 грамм. Свое название «Кулинан» он получил в честь первооткрывателя и владельца рудника Премьер сэра Томаса Кулинана. 98 лет назад в этот день Петроград переименован в Ленинград, чтобы увековечить память вождя пролетариата, основателя и первого руководителя советского государства Владимира Ленина. В этот день родились Николай Чаушеску, румынский государственный деятель, политик, первый президент Румынии. Акио Морита, японский предприниматель, изобретатель, основатель компании Sony. Пол Ньюман, американский актер, режиссер, продюсер. Анджела Дэвис, американская правозащитница, педагог, писательница. Именины сегодня отмечают Афанасий, Максим, Марфа, Петр, Яков. Как мы уже анонсировали, сегодня в нашей студии мы ожидаем одну из пар участников нового проекта телеканала «Якутия-24. Танцуй». В связи с этим и предстоящими днем рождения нашего телевидения мы разыгрываем посещение в качестве зрителя одного из эфиров танцевального проекта «Танцуй». Для этого вам необходимо ответить сразу правильно на 3 вопроса. Итак, первый вопрос звучит следующим образом. Сколько лет в этом году исполнится программе «Утро Якутия»? Итак, берем только программу «Утро Якутия» и сколько лет мы уже в эфире. Второй вопрос. Который по счету день рождения отметит наш телеканал «Якутия-24»? Еще один вопрос. То есть тут уже конкретно про телеканал. И третий вопрос. Сколько лет в этом году исполняется якутскому телевидению? Сразу на 3 вопроса нужно дать правильных 3 ответа. Немножечко подскажем, да, что даты красивые, не просто так. Не просто так, а эти вопросы все есть в Телеграме. Можете зайти под этим постом с вопросами, написать свои ответы. Напоминаю, что все 3 нужно дать правильно. Кто раньше всех это сделает, тот и придет в воскресенье уже в это смотреть вживую. Ну, не в это, в один из эфиров придет и посмотрит вживую телепроект «Танцуй». Ну, вообще, такие уникальные конкурсы для нашей республики – это, конечно, очень праздничное событие. И один из этих конкурсов уже освещается с 2019 года. А в том году Журфикс организовал конкурс «Золотая леди» для стильных женщин старшего возраста, которые отлично выглядят и являются примером для младших поколений, следящих за модой и своим внешним видом. Они очень элегантны, имеют своеобразный стиль. И в этом году прекрасную половину старшего поколения организаторы снова приглашают принять участие. И сегодня в нашей студии координатор конкурса «Золотая леди» Сарглана Оконешникова, а также победительница конкурса «Золотая леди-2020» Раиса Иннокентьевна Винокурова. Доброе утро вам. Доброе утро. Первый вопрос, конечно, будет, Сарглане, да? Был небольшой перерыв в связи с пандемией, да, но мы знаем, что многие женщины все равно активно хотели принять участие, ведь опыт ваш показал, что все-таки подобный конкурс, он необходим для женщин республики. Доброе утро еще раз. Вы совершенно верно сказали. У нас очень много откликов получил этот конкурс. И что отрадно, еще со стороны молодежи. То есть, как вы сейчас озвучили, действительно этот конкурс является примером и вдохновением для молодого поколения. Поэтому многие ждали и вот. Вот свершилось. Да. Что-то новенькое для зрителей и участниц готовите в этом году? В этом году у нас конкурс проходит при поддержке Фонда президентских грантов Российской Федерации. Организаторами являются журнал «Журфикс» и республиканское общественное объединение «Движение воспитанием всем обществом». В этом году у нас будет для наших конкурсантов мастер-классы по финансовой грамотности, компьютерной грамотности, занятия по этике, по макияжу, стилистике одежды, семинары с психологом по антивозрастному уходу, ну и многие другие. Вот так. Раиса Иннокентьевна, вы у нас были «Золотой леди-2020». Вот давайте вернемся назад, в 2020 и вспомним, кто подавал заявку. Вы, либо ваши дети, чья была инициатива? Нет, это было, когда вышло объявление, многие мне стали предлагать, чтобы я участвовала, начиная с моих студентов, родственников, детей, коллег. И вот с этого начала, и потом они все меня очень мотивировали, что я
подхожу по всем ну, как бы, критериям. Просто. И я начала вот потихоньку там участвовать, выполнять все требования там. И вот началось и по выбору, да, по голосованию, но в итоге для меня был сюрпризом, что я начала там самое первое место и заняла это «Золотой леди». А самый сложный для вас конкурс в той программе было что? Конкурс? Сложность? Ну, просто как-то, что я мало общаюсь на телевидении выйти, да, это меня очень пугало. Вообще-то я человек, конечно, очень такой общественный, сама работаю в колледже преподавателем, работаю со студентами, и со взрослыми тоже работаю, у меня есть, ну, как бы хобби, дирижером. Сейчас уже дирижером, только недавно меня приняли как бы в штате хоровиком в Доме Арчи. У меня там народный хор Арчи, народное звание имеет, и народный женский ансамбль Далбар. И вот все это меня мотивировало, как-то у меня есть работа, чем я занимаюсь, общественная работа, с детьми занимаюсь, все дети выросли, научились, все уехали. Можно и себе время уделить, да? А почему бы не принять участие в подобном конкурсе, да? Тем более у вас за плечами такая группа поддержки, и студенты, и коллеги, да? Мне кажется, она была, наверное, уверена в своей победе, потому что за ней и Дом Арчи за ней, да, и педколледж за ней. Как не победить? И друзья, мои дети тоже, мой средний сын живет во Франции, в Париже живет. Прямо из Франции тоже было голосование. Были. Друзья, знакомых моих детей тоже. И моя внучка тоже в Берлине живет. И вот прямо с Берлина, за рубежа тоже были голосования. Была международная поддержка целая, самая настоящая. Но, как вы сказали, сама победа была для вас неожиданностью. Да, неожиданно было. Это было для меня сюрпризом. Было много очень женщин, которые, они по-своему все были очень красивые, позитивные такие. И это в итоге досталась победа мне. Ну, мне кажется, победа, она всегда вдвойне приятнее, если она неожиданная. Да. Вот. Но мы сейчас прервемся на короткую паузу, после нее мы продолжим с вами беседовать. Оставайтесь с нами, дорогие телезрители, еще много всего узнаем, в том числе о требованиях к участницам грядущего конкурса и по параметрах, по которым будут их оценивать. Доброе утро, в эфире новости. С 20 февраля в Якутии начнет работу программа по социализации и адаптации детей военнослужащих, вернувшихся из зоны специальной военной операции. Об этом сообщила заместитель председателя правительства республики Ольга Балапкина. Детская программа находится на стадии разработки. Прием заявлений на участие начнется с 1 февраля. Подать заявку можно будет через органы социальной защиты. Запуск специальной программы для детей военнослужащих, как указала Ольга Балапкина, связан в том числе с тем, что несовершеннолетние подтверждены сильному влиянию негативной информации из социальных сетей. Уточняется, что дети будут проходить соответствующие их возрасту мероприятия по социализации и адаптации в течение 21 дня в сопровождении взрослых членов семьи. В программу включат также консультации психолога. Для вообще в целом комплексного подхода в реабилитации в республике применяем, это прежде всего подход, связанный в целом с семьей и с окружением семьи. Потому что очень важно непосредственно не просто сегодня реабилитировать или какую-то помощь оказывать тем, кто вернулся, но и семья, в которой военнослужащий дальше продолжает жить членом семьи, которой он является. Если есть какие-то сложности, также мы начали работать над этими программами. В этом году Якутская республиканская клиническая больница отмечает 180 лет со дня основания. С ходом столетия медицина в республике вышла на высококачественный уровень. Так, например, в родильном отделении перинатального центра уже за январь 2023 года на свет появилось около 350 детей. Количество родов за сутки доходит до 22. В структуре подразделения имеется 10 индивидуальных родильных залов, которые оснащены современным оборудованием. Мы работаем
можно сказать, на всю республику. 70% у нас рожают городские женщины, 30% районные женщины. Ежегодно количество родов достигает до 6 тысяч. Перинатальная смертность у нас на уровне, можно на российском уровне, 4,2 промилле. Преждевременного рода у нас количество преждевременных родов снижается. Ну, медленно, но снижается. В Национальной библиотеке республики состоялся круглый стол на тему «Якутский традиционный круговой танец Асохай как объект нематериального культурного наследия народов России». Во встрече принимали участие представители Илтумен, специалисты, ученые, исследователи из разных научных, культурных и образовательных организаций. Участники круглого стола обсудили актуальные вопросы, связанные с развитием и сохранением самобытного якутского традиционного кругового танца Асохай и круговых танцев коренных народов Арктики и Севера. По итогам заслуженных докладов и состоявшихся дискуссий приняты рекомендации по обеспечению, сохранению и популяризации танцевальной культуры как одной из эффективных форм народной художественной культуры и яркого образца народного искусства. На достигнутом не надо останавливаться, есть признание, есть достигнутое, но надо сейчас вот работать с молодыми носителями Асохай. Кому мы будем оставлять свое наследие, кто дальше через 50-100 лет будет запевать наш Асохай. Вот об этом надо поговорить, мне кажется. И, конечно, о научных исследованиях. В республиканском уровне это круглый стол, и в последующем будущем где-то в начале апреля планируют провести конференцию. Ну и никогда научные мероприятия не останавливались на этом. Это «Утро Якутии». Перед нашей паузой мы начали обсуждать с нашими гостями конкурс «Золотая леди», который в этом году вновь возобновляется, вновь примут участницы участие, какой бы тавтологии это не было из моих уст. И самое время поговорить о требованиях, которые к участницам предъявляются. Пожалуйста, приоткройте нам завесу тайны. Основное требование – это возраст 60+. И, конечно, в участницах приветствуется позитивность, приятная внешность, активная жизненная позиция и широкий круг интересов. То есть каких-то прям вот, строгих конкрет, то есть самый строгий это возраст, то есть там вот прям 60 и плюс. Да, остальное уже... Потому он и называется «Золотая леди», так как это возраст мудрых, зрелых. Ну, то есть сейчас сидят наши телезрительницы, думают, подхожу, 4 критерия моих. А за что бороться-то будем? Какие призы нужны? Какие призы? У нас приз победительница получает эксклюзивное колье от ювелирной компании «Кирги» и разворот с модной фотосессией в журнале «Журфикс». Вот сегодня Раиса Иннокентьевна как раз надела свой приз, очень оригинальное и красивое, со смыслом колье. То есть, и там мы видим, наглядно, мы видим «Золотая леди», да? То есть... Да, здесь гравировка ЗЛ, «Золотая леди», да. Еще такое у нас... Очень красиво там оберег, да? Золотые, там, оно каждый раз разное. То есть для каждого конкурса ювелир разрабатывает свой дизайн. То есть, в принципе, эксклюзивная подвеска. Оно эксклюзивное, прям колье. Вот здесь же тоже вот это, со смыслом это. Раиса Иннокентьевна, главный вопрос будет к вам. Наверное, задавали вам его часто. В чем ваш секрет красоты и вашей молодости? Все-таки... Кроме работы, воспитания детей, там, хобби, занятий любым делом. Вот, например, и женщина должна ухаживать за собой. Все-таки постоянно мы общаемся с людьми, живем среди людей. Как-то надо себя показать тоже женщинам, показать себя. И вот я занимаюсь тоже за собой, за внешним тоже видом, тоже плаванием занимаюсь. Это, плавание это все за меня. Вот, для здоровья, для вида. Вот. И вообще вот так. Косметикой пользуетесь, правильно? Да. Прически делаете, я смотрю, да? То есть вот это вот ваш такой, практически повседневный, да, наверное, вид? Да. Вот, очень красиво. Хорошо, я вот, кстати, на основе этого ответа понял мысль, что самый главный секрет молодости и красоты – это именно активность жизненная. Да. Саргалана, и еще один вопрос. Все-таки отважились, допустим, кто-то из наших телезрительниц сейчас принять участие, все подходит по критериям. Как можно попасть на этот замечательный конкурс? Чтобы попасть на наш конкурс, нужно всего лишь на самом деле желание. Вот очень многие у меня сейчас спрашивают, платное ли участие. Участие у нас абсолютно бесплатное. Для того, чтобы
принять участие, нужно отправить заявку, это свои фотографии и текст о себе, о секретах бодрости, хорошего настроения и о том, как удается так хорошо выглядеть. И это можно сделать 3 способами, что очень удобно для участниц: по WhatsApp, в Telegram, либо по электронной почте. Заявки принимаются до 10 февраля. Подробнее об условиях конкурса можно узнать на сайте jury.egt.ru. Вот. И, кстати, я еще хотела сказать, да, вот насчет призов, да, сегодня озвучивали, что у нас кроме победительницы «Золотая леди» еще есть такие номинации, как первая вице-мисс, вторая вице-мисс и симпатия интернета. Вот победительницу определяет жюри, а симпатия интернета будет путем голосования. То есть там, где нужна как раз поддержка всех родных, знакомых, который тоже будет приходить на сайте ЖУР.ЕГТ. Ну, мы также присоединяемся и приглашаем всех женщин, подходящих под критерии. Самый главный, мы помним, это возраст мудрости 60+. Принять участие, потому что, ну, в любом случае, даже если не победа, мне кажется, участие в таком, это запоминается всегда. Исходя из опыта прошлых лет, точно могу сказать, что это очень полезный и красивый, добрый конкурс, поэтому приглашаем всех. А еще и полезный. Сколько мастер-классов будет там в программе, то есть еще и получат полезные знания. А самое главное, все-таки конкурсы такие, это огромнейший опыт. Неважно, в каком возрасте. Для себя любимой можно позволить. Спасибо вам большое. Ну, будем надеяться, что конкурс пройдет не хуже всех предыдущих, а намного даже лучше, потому что с каждым годом он становится лучше. Да, ну а мы продолжаем наш эфир. Зимой организм человека нуждается в особенной поддержке. Оказывается, холодное время года может сказаться даже на состоянии наших зубов. Как сохранить их здоровье? Что делать, если родные зубы уже утрачены? Многие удивятся, но оказывается, сейчас современные технологии позволяют обрести идеальную улыбку буквально за одно посещение стоматологической клиники, при этом без изнуряющих и болезненных процедур, что немаловажно. Как сегодня с помощью цифровых технологий снимаются слепки зубов и причем тут 3D-принтер, узнаем далее. Пациентка стоматологической клиники Любовь многие годы преодолевала свой страх перед каждым посещением зубного врача. Теперь же, убедившись в том, что современные технологии практически исключают любой дискомфорт, она уже близка к своей мечте – иметь идеальную улыбку. Стоматология, боимся боли, а здесь, как говорится, боли не боишься. Врач очень внимательно, доброжелательно подходит к пациенту, боль уходит, и когда начинают лечить, уже не боишься. Я стала чаще улыбаться. Уверенность появилась. Я вот коронки поставила, мне очень нравится. Врач с помощью сканера и ноутбука ставит диагноз и определяет предстоящий объем работы. Если вы когда-нибудь снимали зубы слепками, знаете, да, что это материал во рту находится, он застывает, дискомфортно, иногда бывает травмировано. Поэтому здесь я бы сказал, что это намного быстрее и комфортнее для пациента. И результат, который мы потом видим, он не отличается от аналогового слепка, возможно, где-то в каких-то моментах даже лучше. Далее по отсканированному оттиску коронка распечатывается на 3D-принтере. Здесь мы можем распечатывать такие временные коронки. Можно будет в день отсканировать пациента, можно будет в тот же день сделать саму временную коронку. Использование цифровых технологий намного убыстряет процесс изготовления протезов и делает их точно и качественно. Я бы сказал, что за цифрой в любом случае будущее. И как раз-таки мы в клинике используем это будущее у нас уже сейчас. Правда, при индивидуальных особенностях пациента все же без рук мастера не обойтись. Но в большинстве случаев цифровые технологии вполне могут заменить рутинную работу зуботехника. Материалы, которые сегодня используют в клинике, тоже суперсовременные. С металлокерамикой, которая до сих пор считается фаворитом, уже конкурируют новые. Коронки мы сейчас стараемся использовать из диоксициркон. Это такой более современный новый материал. Это безметалловая керамика, скажем так. Более прочный, более эстетичный, более естественный. И я думаю, что, скорее всего, тренд это вот и есть оно, что диоксициркон коронки
Это, вот, я думаю, тренд именно в современной стоматологии. Многие считают, что с отсутствием одного или нескольких зубов вполне можно смириться и обойтись без них. Но, как говорят врачи, это в корне неправильно. На месте отсутствующих зубов развивается атрофия костной ткани, а перераспределение нагрузки вызывает стачивание и расшатывание близлежащих зубов. Так что даже один потерянный зуб – угроза для всех остальных. А это, в свою очередь, может привести к серьезным проблемам со здоровьем и не только желудком, как принято считать. Поэтому самый главный совет зубных докторов – стараться как можно дольше сохранять свои родные зубы. Для этого каждое утро и вечер тщательно их чистить и раз в полгода посещать стоматолога. Но если зуб все же потерян, как можно скорее его восстановить. Туяра Филиппова, Илья Старомятников, Якутск. Видишь, технологии не стоят на месте, и у нас в городе, в республике есть очень опытные специалисты, которые занимаются вот по таким узким специальностям, вот как, допустим, 3D-моделирование зубных протезов. Мне кажется, это не в каждой клинике-то найдешь. Ну, насчет этого я сказать лично по своему опыту ничего не могу. У меня минус 2 этих, как их называют, зуба мудрости, но 30 все свои по-прежнему. И, надеюсь, так и продолжится. Ну, никогда не говори никогда и не зарекайся. Но, тем не менее, мне, как человеку, любящему все новые технологии и так далее, очень приятно, что вот медицина начинает даже как бы не такая экстренная, скажем так, а достаточно косметологическая все-таки в какой-то степени. Она начинает использовать вот эти все штуки, которые появляются, технологии и так далее. Вообще, технологии жестко упрощают жизнь, и это классно. А между тем, биологи предотвратили потерю зубов с помощью лекарства. По сообщению информации КВМ Новости, немецкие ученые проверили препарат на мышах. Он восстановил ткань их десен и костную ткань челюсти, что полностью предотвратило потерю зубов. Препарат обещают развивать в будущем. Его можно будет использовать для предотвращения потери зубов у людей, страдающих пародонтозом. Говоря о профессии биолога, они изучают жизнь в любых проявлениях во всем ее многообразии. Однако и эта профессия делится на множество более узконаправленных специализаций. Меня зовут Евгений Николаевич Попов, я работаю биологом в лаборатории биотехнологий. Биолог исследует жизнь, и каждый биолог уникален, потому что у него есть сфера своих интересов, которая отличается. Даже если они заканчивали один университет, одну и ту же специализацию, всегда у каждого биолога будет своя уникальная специализация. И в этом плане нет двух одинаковых биологов. Это мне нравится в этой профессии. Учился в Якутском государственном университете по специальности биолог, преподаватель биологии, специализация экология. Учился я 5 лет. 5 лет я потом работал в школе, потом я поступил в аспирантуру. Почему я выбрал эту специальность? Потому что, наверное, с детства я увлекался животным миром, и все это вот переплавно, перетекало в мою специальность. То есть у меня даже не было мысли пойти куда-то в другую специальность, потому что изначально я хотел стать биологом, я стал биологом. Изучение биологии в Якутии, вообще быть биологом в Якутии интересно в двух направлениях. Первое, как фундаментальное, потому что Якутия это самый крупный регион России, но у нас очень мало исследований. По беспозвоночным очень много, никто не знает количество пауков, никто не знает, сколько у нас многоножек. Очень много белых пятен. И человек, который будет изучать, он откроет себя, потому что огромное поле деятельности, когда ничего не известно, терра инкогнита здесь. А в плане прикладной, у нас 21 век, 23 год, когда нужно делать какие-то новые ресурсы, получать ресурсы из животного мира, из растительного животного мира. Это новые типы питания, новые виды лечения заболеваний, новые типы приспособления, утилизации. Все это в рамках биологии, биотехнологии, все это можно решить. Поэтому биолог – это специальность, которая и фундаментальная, и прикладная. Многие биологи, такие универсалы, могут преподавать в школах, в университетах. Некоторым сложно, потому что они уходят там в какую-то очень сложную, узкую науку. Например, у нас есть в Якутии люди, которые занимаются рукокрылыми, это летучими мышами, да, и это интересное фундаментальное открытие, то, что они делают, но, к сожалению, не все понимают, зачем это нужно. А фундаментальные исследования – те исследования, которых, собственно, держится вся вообще общая наука. И без вот этих вот фундаментальных исследований, летучих мышей, клещей, чего-то еще, в принципе, невозможно новое познание мира. И мне нравится моя специальность. Самое время перейти к нашей постоянной рубрике каждого четверга. Это «Пусть мама придет». И сегодня мы хотим познакомить вас с 13-летней Дианой, которая, мы уверены, в скором времени найдет свою семью. Познакомьтесь с Дианой. Здравствуйте, меня зовут Диана, мне 13 лет, учусь в 6 классе, школа имени Игоря Владимировича Хоменко.
Мне из школьных предметов нравится русский язык, потому что когда я вырасту, я хочу стать грамотным человеком. В свободное время от учебы я хожу на вольную борьбу. Мальчики говорят, что вольная борьба не подходит для девочек. Но я считаю, что она подходит, потому что борьба меня учит быть выносливой, ловкой и сильной. Захват внутренний. Давай, все, нормально, противник. В прошлом году я с Джоустаном Егоровичем, со своим тренером, съездила в город Якутск на республиканские соревнования по вольной борьбе и заняла там 2-е место. Помимо вольной борьбы у меня есть и хобби, это рисование. Участвую в творческих конкурсах и занимаю призовые места. У Дианы много достижений. Это мое портфолио. Люблю петь, танцевать, вести активный образ жизни. Сила России, наш народ, 2-е место. Милая мама, 1-е место. Встреча Нового года. Благодарственное письмо за прилежное отношение к учебе, за трудолюбие. Диана – аккуратная девочка. Она всегда поддерживает чистоту и уют в своей комнате. Сама стирает и гладит свои вещи. А еще Диана любит готовить, с удовольствием осваивая новые рецепты. Диана поступила к нам в 2020 году. Девочка очень активная, отзывчивая, ответственная, принимает активное участие во всех спортивных и творческих мероприятиях. Диана любит петь, танцевать, а также играть на хомусе. Мы очень надеемся, что Диана обретет семью, и ее планы и мечты исполнятся. Ну что ж, мы хотим напомнить, что сегодня у нас в гостях будут участники телепроекта «Якутия-24. Танцуй», и у вас есть уникальная возможность один из эфиров посетить в качестве зрителя прямо в павильоне, где проходят съемки, вживую понаблюдать за всей этой феерией танца. Нужно всего лишь правильно ответить на 3 вопроса сразу в нашем телеграм-канале. Они уже опубликованы, я их еще раз напомню. Первый вопрос. Сколько лет в этом году исполняется телепрограмме «Утро Якутии»? Именно вот в ипостасии «Утро Якутии». Второй вопрос. Сколько лет исполняется телеканалу «Якутия-24»? И последний вопрос. Сколько лет исполняется в этом году якутскому телевидению? Все ваши ответы мы ждем в Телеграме. Правильно ответивший первее всех обязательно, конечно же, один из эфиров сможет посетить и посмотреть за танцами. А может, потанцевать даже получится. Ну, а я хочу еще раз акцентировать внимание на то, что, дорогие друзья, 2 цифры из них просто очень красивые. Неспроста мы про это говорим, потому что этот год для нас знаменателен, для всего телевидения. Ну, а вот конкретно про программу «Утро Якутии» просим не путать ее с программой «Новый день», которая идет на телеканалах НВК САХА. Мы говорим, в частности, про нашу программу. Да, как я и сказал, именно в ипостасии «Утро Якутии». Отлично. Я думаю, сейчас есть уже некая такая точность. И я думаю, Ты хотела сказать паника? Да, точность. И я думаю, сейчас наши телезрители быстро дадут правильный ответ. Ну а мы продолжаем делиться отличными новостями. Американская киноакадемия объявила номинантов премии «Оскар», на вручение которого состоится в Лос-Анджелесе уже 12 марта. В категории «Лучший короткометражный документальный фильм» представлена картина «Выход» якутских режиссеров, брата и сестры Максима и Евгения Арбугаевых. Это грандиозная картина, в производстве которой участвовала Великобритания, о том, к чему привело стремительно надвигающееся потепление. А сегодня четверг, и впереди выходные. Это значит, наступило время нашей киноафиши, где мы знакомим вас с премьерами этой недели. Слово Катерине Винокуровой. Доброе утро!
Последняя неделя января подарит отечественным кинозрителям свежий экшен с Джерардом Батлером «Крушение», у которого довольно высокие оценки от критиков и зрителей за рубежом, семейную анимационную приключенческую комедию «Изумительный Моррис» по книге бесподобного сэра Терри Пратчетта, а также хоррор «Заговор дьявола». И обо всем по порядку. Главной новинкой уикенда станет мультфильм «Изумительный Моррис». У ленты множество преимуществ. Литературная основа, востребованность семейного жанра, сюжетная приманка в виде говорящего кота. У кота Морриса есть два таланта – говорить и проворачивать аферы. Путешествуя с говорящими грызунами из города в город, он каждый раз спасает местных жителей от нашествия крыс. Но, попав в дрянь Блинсбург, Моррис и его друзья понимают, что этот городок таит в себе нечто опасное. Теперь им предстоит сыграть в кошки-мышки с настоящим злом и разгадать главную загадку этого места к изумлению всех живущих там двуногих. Не бойтесь, коты всегда приземляются на лапы! О, Моррис! Изумительный Моррис! Джерард Батлер может браться за гражданские профессии в своих фильмах, а концентрация экшена от этого не меняется. В «Крушении» он играет пилота, от которого в обычных киношных условиях требуется проявлять чудеса управления самолетом в критических условиях, но в этой картине он еще и вынужден спасать заложников с оружием в руках. Чтобы протагонисту не было до боли грустно от одиночества, ему выдали напарника, колоритного актера Майка Колтера. Собственно, на некоторых постерах их двое. У «Крушения» очень высокий рейтинг одобрения от критиков и зрителей. Эту аномальную успешность среднего на вид экшн-триллера приписывают харизме Батлера. У меня есть дочь. Я точно хочу вернуться домой. Они нас точно сидеть не станут. Мы выберемся с острова. Любителей хорроров на уикенде ждет «Заговор дьявола». Лента, впрочем, постарается расширить свою аудиторию за счет фэнтези-антуража и сравнительно масштабного действия. Мощная биотехнологическая лаборатория запускает революционную технологию, позволяющую им клонировать самых влиятельных людей в истории с помощью всего нескольких фрагментов ДНК. Организуются подпольные аукционы клонов таких личностей, как Микеланджело, Галилей и Вивальди. Таинственный культ, который следит за развитием событий, захватывает лабораторию, и у них не самые благие намерения. Наконец-то у Люцифера будет достойный дом. Вот зачем они украли плащаницу. Им нужна ДНК. Что во мне такое? Сам Иисус. Новый Иисус. А посмотреть все эти новинки мы предлагаем вам в кинотеатре «Лена» уже с этого дня. Желаю вам отличного настроения и приятного просмотра. Мы благодарим Катерину, ну а в нашей студии уже появились утренние гости. Это одна из пар участников проекта «Танцуй». Да, я их готов представить. Ульяна Протопопова, хореограф, участница телепроекта «Танцуй», и Алексей Гаязетдинов, тоже ее партнер в паре их, которая выступает, принимает участие. И сегодня поговорим с вами вообще об участии и так далее. Ну, как бы тоже неспроста после разговора подведем итоги нашего конкурса, который мы ранее объявили. Напомню, что нужно было ответить правильно на 3 вопроса, которые в Телеграме продублированы. Ну, обо всем по порядку. Прошло первое воскресенье, то есть ваши визитки и ваш первый танец состоялся. А для начала, как вы нашли друг друга? Вот вас все-таки определили организаторы или вы, увидев друг друга, сами выбрали? Вот вопрос, наверное, к Ульяне будет. Нас не знакомили. Первое обращение сразу было по телефону, телевизионный проект «Танцуй», и помочь как профессиональный хореограф участвовать участнику. Именно Алексею. Вот.
но мы не встречались, мне ничего не отправляли. Ну, сразу же было, это неожиданно, конечно, да? Но я сразу согласилась. Почему бы и не помочь? Хорошо. Понятно, как вы попали в проект. А теперь узнаем, дайте, как Алексей попал. Кто вам позвонил и сказал, что надо танцевать? Ну, на самом деле, это было неожиданно. Потому что именно «Танцуй» это проект, который вообще никак не укладывался в моем смысле жизни, потому что, ну, я может быть, как сказать там словами Владимира Владимировича Маяковского, там, я бы летчиком там стал, пусть меня научат. Я, наверное, там мечтал там быть актером, певцом, ну, я не знаю, кем угодно, но я даже не смотрел по телевизору проект «Танцы». Для меня это вообще была закрытая абсолютная тема. И, значит, вот уже там предновогодние начинается какая-то суета. Мне звонят руководство и говорит: Алексей, надо выступить, да, надо в танцах поучаствовать. Ну, я как бы говорю, какой из меня танцор, да? Ну, все очень сложно в этом плане, туда-сюда, ну, надо, и все. Ну, у нас слово «надо» значит «надо», да? Ну, я уже где-то в одном из интервью говорил, что сама специфика работы предприятия «Водоканал» — это именно жизнеобеспечение, поэтому когда надо, значит надо, и не важно ничего, да. Заметь, Паша, да, как он говорит, в одном из интервью я уже об этом говорил. То есть вот это уже звездная нотка, она у него проскальзывает. А, ну, может быть, не знаю. Ну, да, Тогда сразу вопрос к Ульяне. Вот отрицает все Алексей, что никогда не танцевал, ничего. Первые ваши пробы с ним. Вообще у него есть талант? Вы раскрыли его или приходится все-таки нарабатывать? Ну, действительно, Алексей не занимался танцами, да, во-первых. И, конечно же, наша тренировка первая, скажем, сразу произошла, как мне позвонили, сразу мы назначили. Ну, это было за 4 дня до проекта, получается. Вот. И, конечно, он первое занятие стоял. Стоял? Ага. Он говорит, наблюдал, говорит, что происходит, вообще, что я делаю, да? Руки, ноги не идут. Вот. И, ну, он справляется. Каждый урок у него все больше. Нравится, да? Что-то начинаешь понимать в этом, да. А мы сейчас видим ваше такое первое выступление, которое прошло в прошлое воскресенье. Вот говорит Алексей, что руки, ноги не идут. Мы видим прекрасно, как что все идет. Все ходит, все двигается. Ну, грациозно Ульяна, конечно, вокруг него, да, и так, и сяк, да, и он, конечно, ну, посмотрите, соответствует. Такое ощущение, что... Причем исполняли вы вальс, а вальс на самом деле, несмотря на визуальную, возможно, простоту, это достаточно сложная история, потому что мы все привыкли двигаться в такт раз, два, три, четыре, а вальс — это такт раз, два, три. Но вы знаете, вы очень смелый человек, Алексей, а Ульяна, в свою очередь, тоже очень смелый человек, потому что решилась, да, пойти вот на такой интересный эксперимент своей профессиональной деятельности. Алексей, сложнее всего что дается? Вот чувство музыки, такт, возможно, пластика. Что вам дается пока сложнее всего? Мне, наверное... Я даже не могу сейчас ответить, что мне легче всего дается, серьезно. Потому что, когда я смотрел на танцоров, да, я понимал, что там дрыгайся, да. Дрыгайся. Да, а когда я начал участвовать, это надо следить за ногами, за руками, за головой, за пальцами, правильно поставить, движение, пластика, это все для меня очень тяжело. И там то смотри на партнершу, то не смотри на партнершу. Определитесь, условно скажем, да. Все абсолютно дается сложно. Вот каждый шаг, это для меня вот такое обучение мое. Как вот ребенок, наверное, начинает ходить, вот что-то такое, да, ты просто говоришь, там, левая нога вперед, там, правая нога назад, и вот как ребенок начинаешь просто... То, говорит, смотри на партнершу, то нет. Не смотри. Определитесь, говорит. Мне кажется, он вас так и гоняет там по танцполу, да?
говорит, определитесь уже, Ульяна, куда мне смотреть. Такой очень боевой настрой, мне кажется, вот это, наверное, его самый главный плюс. Да. Вот. Ну, в это воскресенье уже очередной эфир. Ну, можно ли открыть немного тайну, чего ждать от воскресного вашего выступления? Что это будет? Но Или это будет пока сюрприз? Это будет сюрприз. Это будет сюрприз. Да, поэтому Да. лучше Сейчас включить готовимся, свой телевизор. Смотрите прямой эфир и все увидите. Ну, вопрос о поддержке в таком проекте, это, конечно, немаловажный вопрос. Кто поддерживает вас, ваш тандем, или кого-то просто по отдельности поддерживает? Кого агитируете уже вовсю, возможно? Я? Ну, как бы, ну, основное большинство голосов, да, у меня, конечно, это мое предприятие родное, да, оттуда основная, ну, если брать именно по количеству, оттуда ожидаю поддержки, да, потому что в основном так. Ну, а вообще, вот, недавно позвонили с Краснодара родственники, говорят, мы за тебя болеем. Вы даже там знаете об этом, да? Ну здорово, да. Это, как бы с Москвы это уже знакомые родственники. Питер также там есть друг у меня. Тоже говорит, все, будем смотреть это. Ну, в таком плане. Голосует вся Россия почти. Интересно, вот конкуренты, вы же уже примерно за первый день выступления оценили уже, да, насколько конкуренция сильна, то есть или все-таки вы вне? Я вот скажу, как профессионал, да, положение конкурса вообще для увлекающих танцами. Вот. А для Алексея это первые шаги. Первые шаги, он только учится, и поэтому для него это, конечно... Стресс. Ну, скажем так, что целеустремленно Алексей, да, упорство, да, его, вот, его настрой, и как-то очень позитивно к этому относится. И вот эта вот волна, вот это вот, ну, передается же, и с ним легче, легче. Как бы там ни было, первый раз, первые шаги, но с ним легче. И поэтому как-то тандем у нас, да, получился? Да. Да, конечно. Ну, а я напомню, что во время эфиров проходит СМС-голосование. За понравившиеся пары зрители могут голосовать. Ну, это для сведения для телезрителей, которые еще не видели вдруг эфир. Поэтому в том числе и пару Алексея с Ульяной поддерживать можете, или тех, кого увидите в эфире. Да, может, будет, найдете во время эфира своих фаворитов, скажем так. Это просто, ну, почему бы не поддержать тех, за кого болеешь, если есть такая возможность. Ульяна, Алексей, мы вам благодарны, мы желаем вам удачи. И я думаю, что в вашем случае, учитывая, что, как вы сказали, для Алексея это первые шаги, если это будет победа, ну, лично я за эту пару болею, то это будет, наверное, победа вдвойне слаще. Определенно. Ну, спасибо. Вам спасибо. А тем временем у нас есть победитель нашей такой викторины небольшой сегодня. Я напомню, вопросы были, сколько лет исполняется программе «Утро Якутии», именно «Утро Якутии», сколько лет исполняется телеканалу «Якутия-24» в этом году и сколько лет исполняется якутскому телевидению в этом году. Ну, правильные ответы. Нашей программе «Утро Якутии» в этом году исполняется 3 года. Телеканалу «Якутия-24» 5 лет. Ну, а национальной вещательной компании «Саха», якутскому телевидению, 60 лет. То есть правильные ответы 3, 5 и 60. И первой правильно дала ответы на все 3 вопроса наша телезрительница, которую зовут Нюргуяна. Нюргуяна, мы вас сердечно поздравляем, и вы обязательно придете и посетите один из эфиров конкурса «Танцуй». С вами мы обязательно свяжемся и все подробнее расскажем, как, что, куда и зачем. Ну а прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Они с последними новостями нас ознакомят. Доброе утро, в эфире новости. 8 банков хотят выдавать льготную ипотеку на новых территориях. Программа льготной ипотеки для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей заработала в январе. Максимальная ставка по ней 2%. Взять ипотеку можно на покупку нового жилья или строительство дома на территории новых регионов. Максимальный размер кредита по льготной ставке 6 миллионов рублей. Первый взнос должен быть не менее 10% от стоимости жилья. Масса
Массовой выдачи таких кредитов не предвидится, но интерес у местных застройщиков к ней есть. Особенно они хотят строить на побережье. Самая яркая пора в жизни каждого человека – это, конечно же, студенчество. В канун Дня студентов руководство постоянного представительства республики на Дальнем Востоке провело встречу со студентами из Якутии, которые учатся во Владивостоке. Кроме поздравления с праздником, поспредство рассказала о мерах поддержки ребят. Также обсудили итоги прошлого года и планы по совместным мероприятиям на текущий год. Студентов планируют активно вовлекать в деятельность поспредства, принимать участие в культурных, спортивных и волонтерских мероприятиях, которые организует республика на территории Владивостока. Наша организация взаимодействует с постоянным представительством очень часто. Буквально по каждым вопросам мы обращаемся к постоянному представительству. Они нам помогают по подготовке различных мероприятий, так как мы являемся организаторами многих мероприятий. Они нам помогают с предоставлением национальных атрибутов, костюмов, предоставляют нам благодарственные письма, призы на наши мероприятия. Как всем известно, постоянное представительство организует мероприятия, помимо нас тоже в Приморском крае, и, следовательно, им тоже нужна помощь в организации мероприятий, так как мы тоже организуем мероприятия, мы им помогаем. С 20 декабря в столице началась выставка продажи картин в художественном фонде республики. На ней представлены самые разные направления творчества – живопись, графика, а также декоративно-прикладное искусство. Каждый житель и гость столицы может приобрести работы именитых якутских художников со всей республики. Стоит отметить, что на выставке представлены произведения искусства известных художников Якутии. Картины можно будет приобрести на постоянной основе. На сегодняшний день продано уже 27 полотен. Сейчас для всех стало доступным увидеть и сразу приобрести понравившееся произведение и именно профессиональных художников, которые являются членами Союза художников России. В одном месте, это в салоне «Артсти». Здесь можем оказать квалифицированную консультацию при выборе произведения. Международный гроссмейстер Борис Грачев провел мастер-класс для юных шахматистов. Напомню, что вчера начался первый этап Кубка России по шахматам. Кубок главы Якутии, куда съехались около 50 шахматистов из 8 регионов страны. Среди них и 6 гроссмейстеров. Профессионал мирового уровня поделился своими знаниями и определенной тактикой игры. А после мастер-класса провел сеанс одновременной игры. Всего попробовать свои силы изъявили желание свыше 20 детей и подростков. Отметим, все дополнительные мероприятия в рамках Кубка проводятся в шахматно-шашечном центре Якутска ежедневно до 28 января. Еще 3 гроссмейстера проведут подобные мастер-классы и сеансы. Я очень доволен тем, как прошел мастер-класс. Была, что очень важно для лектора, очень часто ответная реакция. Я видел, как ребята пытаются погружаться в то, о чем я рассказываю. И, в общем, меня приятно, можно сказать, удивил их уровень и то, как они отвечали на поставленные задачи. На этом у нас все. Хорошего дня. Благодарим Валерию. Ну а я, в свою очередь, Паша, не перестаю удивляться, как быстро летит время в прямом эфире, вообще, вот, особенно «Утро Якутии». Вот вроде бы только проснулись, а уже эфир подходит к концу. Да, больше скажу, летит не только время в «Утро Якутии», летит время в принципе. Я до сих пор помню, как позапрошлый Новый год встречался, а тут уже и вот этот уже прошел праздники. Ну вот. И, конечно, к концу нашего эфира мы обычно всегда освещаем какие-то добрые новости в мире животных, в мире технологий, либо какие-то прям ноу-хау освещаем. Ну, в общем, что долго ходить. Российский робот начал преподавать детям в школе Индии. Он будет преподавать сразу несколько дисциплин, сообщает компания Промобот. В Нью-Дели робот будет преподавать детям сразу несколько дисциплин и выступать живым лабораторным стендом в рамках уроков дополнительного образования. Отмечается, что с помощью промобота индийские школьники смогут на практике обучиться программированию, электронике и мехатронике, научиться создавать и программировать роботов. Особенность изучения робототехники с промоботом в том заключается, что реальный робот, работающий уже сегодня в 43 странах мира. Дети узнают о работе искусственного интеллекта на живом примере, а не на виртуальных моделях. Это уникальная возможность. Российский робот, точные копии которого работают по всему миру, от США
до Австралии. Для компании Pромобот это не первый опыт сотрудничества с образовательными учреждениями в Индии. Pромобот версии 4 – это сервисный робот, который предназначен для работы в многолюдных точках. Робот может быть задействован на разных позициях, выполнять, например, функционал консультанта или сотрудника аэропорта, гида или администратора. Вот. Прекрасный пример сотрудничества России и Индии. Да. Кстати говоря, об Индии. Недавно там побывала наша телезрительница Наталья Владимировна Махарова. Она является доктором медицинских наук и врачом-кардиологом. Уж очень любит она эту страну. Гуляя по рынкам и лавочкам, наша землячка встретила позитивного местного жителя, который, как оказалось, очень любит нашу страну и владеет даже русским языком. Давайте узнаем. И при этом еще и песни на русском языке поет, что самое это главное. Давайте тут послушаем, как это звучит. Якутия, привет. Я говорю песня, я из индийский, я из Кашмира. Посмотрит. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Ой, Катя, на береги на катуша, на высокие береги на крутой выходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, что бесме берегла. О, те песни, песенка девичья, ты лети за 800 лет, и бойцу Вообще всегда приятно, когда иностранцы на нашем языке начинают что-то говорить. Ну, всегда приятно. Мы за дружбу всех людей на нашей большой планете. И на этом прощаемся с вами. До завтра.